Да, Улукманапо на сегодняшний день главный кыргызский рэпер. Вам может не нравиться этот факт, вы можете быть фанатом Бегиша, Фримана, Бакра или Джитигена, но сложно отрицать, что сложилось некое массовое убеждение, что именно Манапо — это хедлайнер нашего рэп-сообщества. В комментариях под нашими видеоэссе о кыргызских рэперах все только и просят, что разбора его творчества. Ну что ж, пожалуй, настало время поговорить об артисте. Сразу предупредим, в ролике будут как хвалебные отзывы, так и анализ спорных аспектов его творчества. Так что если вы преданный фанат Улукманапо и не готовы воспринимать никакую, даже малейшую критику, то вам не к нам. Убедительно вас просим, лучше выключите наше видео и посмотрите вот эти ролики от Think About It и Rap News. Мы же, в свою очередь, постараемся объективно проанализировать, в чем феномен его популярности и благодаря чему артист смог взобраться на вершину кыргызской рэп-сцены, продвигая местную сцену далеко за рубежом. С вами, как всегда, редакция Терень. Давайте разбираться. Для начала давайте вкратце остановимся на биографии героя нашего сегодняшнего видео. Улукман Осмоналиев родился 18 сентября 1992 года. Его детство и юность прошли в типичной для тех лет уличной среде, где он рано знакомится и впитывает ее правила и эстетику. Еще в подростковом возрасте Улукман увлекается гангстер-рэпом, формируя свой музыкальный вкус на треках Доктора Дре, 50 Цента, Снуп Догга, T.I. и Мик Милла. Первые шаги в музыке он делает в 2009 году, собрав группу PBL-75 вместе с Каспером, ныне известным как Дживу, выступая под псевдонимом Монапо. Коллектив быстро обретает популярность на бишкекской рэп-сцене, но именно этот период творчества артиста будет омрачен резонансным делом из-за драки с его участием. Спустя несколько лет артист запускает свою сольную карьеру в 2016 году под псевдонимом Улукманапо. Его стиль быстро становится узнаваемым. Улукман балансирует между уличной гангста-лирикой с запоминающимися битами и мягкими лирическими треками о чувствах. Настоящий прорыв происходит в 2019 году после выхода его трека «Не сегодня, 75-й», который становится визитной карточкой артиста. Успех закрепили синглы «Кроку Лако», «I'm a Real» и «Азиатская эстетика». С этого момента Улукманапо окончательно закрепился в индустрии, начав активно сотрудничать с такими крупными центральноазиатскими артистами, как Скриптонит. Несмотря на брутальный образ в музыке, в повседневной жизни он предпочитает спокойствие, семью и горы шумным тусовкам. Но все еще иногда становится предметом общественного внимания, как в случае с недавним конфликтом с пожилым охранником в Бишкеке. Сегодня Улукманапо – один из самых заметных представителей кыргызской рэп-сцены, активно фитующий с видными исполнителями и выступающий на крупных концертных площадках, в том числе и за пределами Кыргызстана. Давайте теперь обратим детальное внимание на творчество Улукманапо и попробуем разгадать главную формулу его успеха. Качающие запоминающиеся биты или его уверенное присутствие на бите и хорошая читка, может быть, врезающиеся в память фразы? Определенно, каждый из этих компонентов сыграл свою роль в обретении им массовой популярности. Давайте остановимся на каждом пункте. Начнем, пожалуй, с отсылок. Их в творчестве Улукманапо довольно много. Что такое отсылка в рэпе? Это когда исполнитель помещает в свой трек упоминания реальных людей, в частности других артистов, их творчества, каких-то знаковых событий или фильмов. Цель отсылок – воздать дань уважения другим артистам, создать пасхалку для внимательного слушателя, ну или просто продемонстрировать эрудицию. В общем, отсылки обогащают текст. Первое, что мы слышим в начале многих треков Улукманапо, это вставку цитат из фильмов. Тут вы встретите и сатаевского рэкетира, и культового гангстера Ридли Скотта, и даже подростковые 3 метра над уровнем неба. Не жалеешь, братан, что 10 лет потерял? Да нет, что-то потерял, а что-то нашел. В этой жизни самое главное себя не потерять. Я вижу все взгляды издалека на меня. Самое главное в бизнесе – честность. Точность и трудолюбие. Семья. Никогда не забывайте, откуда мы. А я больше счастлива. Как отсюда до Барселоны? Как отсюда до неба. А я еще счастливее. Насколько? На 3 метра выше неба. Картины не рисуют, а их пишут. В нулевые многие артисты использовали подобный ход, да даже на отечественной сцене. Например, та же Акапелла из нулевых, один из первых кыргызстанских рэп-проектов. О небе только и разговоров, что о море и о закате.
Творец, я доверяю тебе. Но чтобы отсылки на фильмы были в каждом третьем треке, это на сегодняшний день прям фишка у Лукманапо. Точно. Классная, правда? А где контора? В управлении? Ты уже в конторе. Улицы тут дышит правда. Брат за брата за основу взят. Грустная музыка. Не грустная, а серьезная. Надо серьезными делами заниматься. Серьезные дела, серьезные Люди деньги. стали бояться камер, но не бога. Город мой Готэм окутанный смогом. Во-вторых, он использует не только цитаты в начале. Много неймдропинга есть и в самом тексте. Тарантиновский «Джанго», Словно я освобожденный Джанго. «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером, Как Джеки Чан и Крис Такер в час пики. частое упоминание Дензела Вашингтона. Видимо, Лукманапо является большим фанатом киноактера. Рэпер не только использовал вставки из его фильмов в нескольких треках, но и назвал в честь него одну из композиций. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес-Бензе. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел. Помимо кино, в его треках в принципе можно найти кучу отсылок на известных людей, будь то спортсмены или музыканты. Выключаю соперников, как Ломаченко. Мы играем в хип-хап, как Брюс Ли с нунчаком. Пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, победил. Увидел, победил. В этом плане знаменитое «Пришел, увидел, победил» Цезаря — это в принципе довольно популярная отсылка в рэпе. Вспомнить тех же Асапа Роки и Скепту. Что подводит нас к третьему — отсылкам на хип-хоп индустрию. В рэпе у Лукманапо явно не первый год, и в его треках хип-хоп-знатоки найдут массу знакомых отсылок. Например, вот эта фраза I'm so clean, so fresh. Все так же молод и свеж. является просто мега популярной в рэпе. Ее тут использовал каждый второй. От Ауткаста до 50 Цента. Ain't nobody cold as me. I dress so fresh, so clean. Но ведь речь не только о тексте, но и в целом о хип-хоп образе и темах. У каждого уважающего себя рэпера есть треки, посвященные своему району, Помню, как вчера свои школьные годы. Помню старые и новые дворы, сходники на районе. Район это яма, пацы решают, как из нее вылезти. Пацы мечтают о богатой жизни. Время летит, город не спит, улицы просят этот мотив. Строки строго ложатся на бит, 70 снова шумит. городу, Я вырос на улицах города Биш. Шелковый путь, пояса снова вниз. Я родился на кыргызской земле, я живу в Бишкеке, и народу. Высоко поднято красное знамя наверх, мы покажем дух кыргызов. Егермен, кыргыз дегенен. У Лукманапо является в каком-то смысле квинтэссенция рэп-артиста. В его образе уживаются как гангстер, так и одновременно с этим романтик и лирик. В лучших традициях родоначальников жанра вроде Тупака. Тот тоже мог читать о том, какой он жесткий на улицах, а потом посвящать песни матери и любимой. А это, на секундочку, Тупак, артист, которого многие считают буквально олицетворением рэпа. Рэперы и их гангстерский образ. Здесь нам придется остановиться и разобраться детальнее, ведь если говорить об этой параллели, то это, наверное, самый важный момент в нашей сегодняшней дискуссии. Рэп как культура протеста зародился в конце 70-х годов в бедных афроамериканских кварталах Бронкса в Нью-Йорке, как реакция молодежи на нищету, преступность и расовое неравенство, став голосом угнетенных сообществ. Перед вами The Message 1982 года, один из первых политических манифестов в хип-хопе. Fuck the Police 1989 года, навлекшая на себя гнев ФБР протестная композиция, ставшая гимном против полицейского произвола и расизма в США. То, почему мы сегодня воспринимаем первых рэперов как дерзких гангстеров, так это потому, что они и являлись гангстерами в реальной жизни. Eazy-E, Snoop Dogg, Warren G состояли в реальных уличных бандах. Мать и отец Тупака были участниками организации «Черные пантеры», и даже в намного более позднего рэпера нулевых 50 Цента стреляли. К чему мы это?
Дело в том, что с годами американские рэперы трансформировались. Сегодня вы не увидите, чтобы Snoop Dogg, Warren G или Dr. Dre читали гангстерские треки, а Dr. Dre вообще-то бывший участник NWA, самой протестной группы прошлого. Эти участники реальных уличных банд и гангстеры давно, еще в нулевых, пересобрали свою музыку и темы. И все эти атрибуты гангстер-рэпа уже давно остались в прошлом и сегодня используются скорее как напоминание того, чем когда-то являлась рэп-индустрия. Эта тенденция дошла и до нас. Проблема в том, что многие отечественные рэперы тоже читают об улицах, в частности, Улукманапо. Артист, должно быть, является самым ярким продолжателем традиций родоначальников жанра, и в его рэпе присутствует множество атрибутов гангстер-рэпа. Когда коснуться, будем шмалять из ока. Гра-та-та-та-та. Мой кодекс чести, грустнотец. Мой братан, грустнотец. Да спасет наши грешные души Всевышний Творец. Моя семья, моя братва. Я умру за тебя. Я молюсь за себя. За своих родных и близких. За свою иду до конца. До конца. За свою иду до конца. Да, он иногда поднимает важные темы, как, например, в треках «Выстрел в пустоту» и «Наизнанку». Им плевать на наши судьбы, им плевать на родину. Они давно продали за деньги свое достоинство. Народ без работы уезжает за кордон. Все задаются вопросом, что же будет потом. Люди стали бояться камеры, но не бога. Город мой Готэм окутанный смогом. Но большая часть дискографии исполнителя все-таки вкладывается вот в этот вот образ. Я гангстер, мы кыргызы, главное дух и физа, за семью и двор стреляю в упор. Мы боимся, что артист может случайно подталкивать аудиторию к романтизации этого образа, поддерживающего альтернативную этику и районовские понятия. А на наш взгляд важно, чтобы артисты чувствовали свою ответственность за создание правильного посыла и очень осторожно подходили к вопросу. Почему мы об этом беспокоимся? Да чё вы паритесь, это же всего лишь музыкальные песни. Мы уже рассказывали в ролике про «Черный двор» о том, как выход сериала «Слово пацана» случайно вызвал всплеск романтизации преступной жизни в Казани несколько лет назад. Не хотелось бы такого же и на наших улицах. Кстати, скоро на экраны выйдет фильм «Черный двор» с участием Улукманапо, и мы очень надеемся, что создатели картины с большой осторожностью отнесутся к теме романтизации улиц, учитывая то, что тема районов до сих пор не ушла полностью с кыргызских улиц и все еще остается болезненной для страны из-за образов рэкетира и бригады. Но зная отношение 1.1 Studio и Salem Entertainment к данной теме, мы верим в то, что фильм получится социально ответственным. С нетерпением ждем выхода картины. Пишите в комментариях, если хотите разбор на данную ленту. Подводя итоги темы улицы гангстер-рэпа, нас радует, что Улукманапо постепенно трансформировался как рэп-артист, и в его дискографии сегодня много лирических и романтических песен. Да, сам артист застал эпоху районовских движений и, видимо, был их активным участником. Но мы надеемся, что районы и понятия окончательно сотрутся и исчезнут, как и явления, и не только из дискографии исполнителя. Итак, почему же Улукманапо стал главным рэпером Кыргызстана? Ответ довольно прост. Артист, как никто другой, чувствует свою аудиторию. Его тексты не звучат высокопарно, а воспринимаются как речь человека из народа и содержат простой лексикон. Мои пальцы дали шуму в индустрии. Дали газу, так начали. Все, что было, поделили. Теперь у нас все будет отлично, отлично. Барсетки, наличка, куплю вещи своим братишкам. Он записывается как на русском, так и на кыргызском языках. Как мы уже отметили выше, у него много лирических песен, трендовых среди молодежи. Только ты и я на берегу Иссык-Куля. Напишу на песке, что тебя люблю. Помнишь, о чем мы мечтали, как птицы много летали. Мое сердце хочет быть с тобой, быть с тобой. Умоляю, будь со мной, будь со мной. Слишком наивен, попал в твою паутину. Ты мое время убила, сердце разбила. Но я нашел в себе силы забыть все, что у нас было. Я изменил свою жизнь. Теперь смотри, каким я стал. Свои локти кусать. Я говорю тебе, давай пока, бай-бай. Я помню наши дни. Мы просто лишь хотели быть счастливыми. В его треках есть вкрапления патриотических и культурных элементов. Апалар үшін бұл Үнігі көзіңгі себеп болған қаталар үшін Мен бір ізбектен ұлымын Қылып арыққан ұлыдым Со мной рядом моя кыргызы Мы начинали с самого низа Запомни нас такими Нас не взять ни духом, ни физой. У него есть совместки чуть ли не с каждым исполнителем, по сути, больше, чем у кого-либо.
Это бизнес, делаем на этом бизнес. Не ради центра, хочу обиденный центра. Belengeni, açı canım dedi. İstip juro можем домен suyu барыкены. Unutmağın ne mi? Ben unutmayım seni. У нас тут разминка, вышли стрит на суету, рисуется картинка. Показательной является совместка с Азатом Раимбердиевым. Песня, на которой вырос целый пласт молодежи, обрела второе дыхание с участием Улукманапо. Нежная принцесса моя, знаешь, жить не жизни без тебя. А нежная принцесса, словно из детства пьеса. Сколько лет прошло, но ты все так же в моем сердце. Да, у некоторых слушателей есть вопросы к излишней простоте его рифмоконструкций. Ты базаришь за квадраты, хотя сам вообще никто по жизни. Меня не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Эстетика, эстетика, энергетика, генетика. В моей голове куча планов, как бы поднять больше money, будто инопланетянин приземлился с НЛО. Хейтер по-любому знает, это легендарный флоу. И я буду делать до конца завистником назло. И злоупотреблению образом гангстера, но у Улукманапо нельзя отнять то, насколько запоминающиеся биты он подбирает. Насколько технично он читает. Люди стали бояться камер, но не бога. Город мой Готэм окутанный смогом. Хапки пули с тонированных окон. Пацы дули не от хорошей жизни и были богатыми, будучи нищими. Помню, как все начиналось еще со школы. Увлекся рэпом, в комнате мафон, кассеты, плакаты. 21 мои слова, цитаты. Так что хватит быть актером, уже пора стать режиссером. Нажимаем до упора, наплевать на разговоры. И то, как тщательно работает над элементами своего образа, чего стоит его знаменитое Мы желаем Улукманапо достижения еще больших высот и благодарим за вклад в узнаваемость отечественной рэп-сцены. Но все же надеемся, что на волне повышения популярности рэпа будут появляться только социально ответственные артисты, и рэп-музыка станет рупором, поднимающим важные темы. А с вами была редакция Терень. Увидимся в следующих выпусках. Неважно где устроим, люди заметят. Хоть черный дым мир, дым мир. Папа in the building, не кушай мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Хоть черный дым мир, дым мир. Папа in the building, не кушай мозги. Меня не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика.